Продолжаем наш рассказ про поездку в поисках водопадов. В июне, когда еще не растаяли ледники в верховьях, в честь года семьи мы выдвинулись семьями из Якутска в наше мини-путешествие. За нашими плечами уже была одна ночевка в домике, и после этого нас ждет автономка без благ цивилизации и, что больше всего радует, без интернета и гаджетов. Как вы уже поняли, наши глаза были направлены не в смартфоны с пабликами, фоточками и ненужным мусором, а созерцали прекрасные виды нашей неповторимой природы. Меняющиеся скорости потоков воды, каменистый берег сменяли склонившиеся деревья, а вдали уже начали появляться горные исполины. Что, опять у нас летняя жара. В целом костюм дышит на ходу, но когда останавливаешься, очень жарко. Вот это плечь! Ой, главное, чтобы не несло. Если запустим, получится джакузи. Как кондиционер, знаешь, заходишь, вот это, половина в кондиционере, половина на улице. Сейчас мы уже прибыли на место основного лагеря, где мы будем находиться несколько дней. Дорога была, прошли мы около 100 километров. Соответственно, в этом костюме еще раз хотелось бы так отметить, что достаточно удобно передвигаться на лодке. Не боишься, там, что что-то где-то зальет, даже если был бы дождь, то есть было бы очень хорошо. Ну и плюс, даже если жарко, можно просто окунуться в воду, в холодную, и немного охладиться, работает как кондиционер. Но сейчас я очень рад, что я его уже снял, потому что все равно ощущения совсем другие. Сейчас все тело дышит у меня, ветерок, очень хорошая погода. Ну и, конечно, мы сейчас будем ставить лагерь. У нас будет расстановка очень простая: 2 палатки и печка. Печка даже не для того, чтобы греться, да, ну греться, конечно, в первую очередь. Мы просто не знали, какая будет погода нас ожидать. Мог быть дождь, мог быть вообще снег, но нам очень повезло, поэтому, скорее всего, мы эту печку будем использовать как баню. Вот, ну, в общем, она не помешает. Теперь давайте посмотрим, почему мы шли с перегрузом, да, то есть, ну, вообще семейный отдых, он такой, что, конечно, хочется все это дело провести с комфортом, чтобы было тепло, уютно, ну и, конечно, поменьше вот таких вот спартанских моментов, да, то есть, если едете на рыбалку, то, понятно, можно жить и в одноместной палатке, или вообще без палатки, взять просто раскладушку. Просто в спальнике спать невозможно, потому что здесь камни, а
если используете раскладушку, то очень даже можно, как говорится, по-спартански съездить на горную реку. Вот. Но в нашем случае здесь сейчас будет модульный такой небольшой домик. Это у нас старенькие наши, добрые, испытанные несколько, уже много-много раз, я бы даже сказал, палатки Lotus. Так. В этом году я еще ими не пользовался. Опа. Ну, в целом, первая палатка уже установлена. Сейчас поставим вторую и будем их соединять. Ну, еще раз повторюсь, что когда отдыхаете с семьей, мне кажется, в первую очередь это должен быть комфорт, удобство. Так. Есть. Все. Надо отметить, что палатки уже испытанные временем. Тут, например, вот это внутри, я уже не помню, сколько раз эта палатка была баней. Очень хорошо себя показала. И зимняя рыбалка, и летние поездки. В общем, друзья, в целом можно, да. Только что сказал, что у нас такой ветерок сегодня. И начал почему-то внутри, да, обустраивать. В первую очередь нужно, конечно, закрепить палатки, чтобы их не сдуло ветром. Так, у нас как будет стоять? Наверное, местами поменяем. О! Ни разу, кстати, палатку в одного не носил. Зацепилась? Ты ее держи лучше. Так. Слишком близко. Держи ее, держи ее. Я хочу местами их поменять. Надо было поставить по одной, да? Есть смысл пока их вообще вернуть. Не, мы сейчас все поставим. Давай ее развернем выходом к реке. Вот эту палатку. Еще. Так, и. Да. Поэтому мы решили, я не учел ветер. Друзья, сейчас мы, наверное, уже покажем вам уже готовый лагерь, потому что нужно усилие всех людей, чтобы поставить палатки. Так, я думаю, теперь сильный ветер нам не страшен. Очень много оттяжек, все поставили, зацепили за камни, все юбки штормовые обложили камнями. Думаю, средний, даже, наверное, сильный ветер палатки должны выдержать. Тут еще такой нюанс, мы будем двигаться от этого лагеря на целый день. И хотелось бы, приехав в лагерь, знать, что палатки находятся на своем месте. Вот, сейчас осталось поставить нам печку, подключить генератор, поставить на зарядку, подключить холодильник. И в целом это все, что нужно сделать в течение сегодняшнего дня. Завтра у нас будет один очень хороший выезд, о котором вы узнаете чуть позже.
Делаем видео с телефона, который заряжается. Вот он, подключили. Вот столько зарядок. Все телефоны, все пауэрбанки. Какой прекрасный день. Подожди, сейчас будет тепло. Жарко будет. Если есть возможность взять печку, надо брать печку. Это я усвоил уже давно. Во-первых, лучше засыпать в тепле. Во-вторых, можно просушить вещи. А в нашем случае еще и исправить ошибки при дожде. Фу, очень тепло. Хорошо. Так, как произошло, значит, недоразумение. Во время дождя мы бегали, все закрывали, убирали все вещи, но, к сожалению, вот так была открыта форточка из сетки. То есть вот здесь спальник уже промок. Как не увидели вообще? Я увидел уже только в конце. И виноват во всем этом Руслан Ичеров. Ну, Да-да. что там, не смотрю. Давай повесим его. Да, он высохнет. Ты же говорил, он насквозь промок. Дождь прошел, ветер стих, и сложилось впечатление, что местность немного проверяла нас на прочность, но даже тучи комаров не омрачали наше времяпрепровождение. Начался спокойный летний вечер, все занимались своими делами. Очень много дров. Друзья, знаете, почему так мало дров? Потому что печь длительного горения. В принципе, достаточно. Ну, где-то примерно вот так. Спальник оставляем в таком положении. Думаю, за часик он должен подсохнуть. Все. Печка стоит, работает. Если бы не белые ночи, возможно, мы бы и не заметили хозяина тайги, который с любопытством бродил вокруг нашего лагеря. Уже ближе к полуночи мы заметили нашего гостя.
Именно в такие моменты понимаешь, кто где на самом деле гость. Бережное отношение к природе, уважительное отношение ко всему, что тебя окружает – это залог сохранения всего того, что нас вдохновляет, отвлекает от будней, дает перезагрузку и новый прилив сил и энергии. Обсудив ночной визит, мы пошли ко сну, ведь впереди нас ждал очень насыщенный и интересный день. Мы зашли в приток, а это значит больший набор высоты, больше перекатов, узких мест, больше завалов и все ближе к цели нашей поездки. Как это обычно бывает, многие доделки делаются на ходу. На что-то не хватает времени в городе, а что-то появляется по ходу пьесы. Так, на лодке Юрия не было трубки на фиксаторе. Трубка позволяет мотору, отскакивая от камня, принимать нижнее положение, без фиксации наверху. Это очень важная деталь при хождении по горным рекам. Сделали мы ее в итоге из куска шланга и пары-тройки оборотов скотча. Я буду крутить ее. Отрывай, она оторвется. Так, ладно. Давай еще добавим. Все. Почему-то в этот момент никто из нас и не заметил, что Юра идет на алюминиевом стоковом интейке, водозаборнике. Чем это чревато, вы узнаете чуть позже. А? Надолго.
Так, сейчас у нас ситуация такая, что из-за... В общем, я ждал подъемный кранец регулируемый. Я когда собирался... И думал, ладно, вроде встала. Водозаборник заходит под тоннель вот этой части. Но по факту очень туго рулится. Есть такие нюансы. Но сейчас, благо, это регулируемый тоннель. Мы сейчас переставим его в самое высокое положение. Это будет уже такая, как бы, штатная шерпа. А сейчас я нашла, была на середине. Вот, но по-хорошему уже стоял регулируемый транс, можно было поиграть. И сам водозаборник бы находился на удалении. А так он слишком близко туда прям заходит. Уровень по-хорошему, да? Да, если он задевать не будет на поворотах, углами, можно поднять уровень. Я же регулируемый кранец. Главное, чтобы интейк не упирался в тоннель. Да, хотелось бы сказать, что семейный отдых ты чё, в прям большей лежал части на он, столе и снимал предполагает это? какой-то пассивный отдых. Это лежа на гамаке. В нашем случае мы выбираем другие маршруты, более эмоциональные, экстремальные, что и вам советую. Одна из причин, почему мы ездим в такие места, это то, что мы едем за дозой адреналина. Раз в год можно позволить. Сегодняшний день у нас такой маршрут, как видите, налегке, потому что серьезный такой приток. И очень часто бывает, что беремся от камней, застреваем, мели, бывает даже можно зайти в тупик. Но все это, конечно, просто большой плюс ко всем впечатлениям, которые уже есть. Вот если посмотреть туда, там красивый вид на горы, шикарный. Вот, по рассказам, то, что нас ждет впереди, это просто незабываемо.
поэтому мы идем к этой цели. Так, ну для понимания, сейчас мы по притоку добрались еще до одного притока. То есть эта речка еще уже, еще более высоким подъемом. И сейчас, как вы видели, ребята пошли на разведку. И ближайшее, вот что было видно, помеха, это ствол дерева, который лежал в воде. Его сейчас спилили. Вот это делается для того, чтобы освободить путь, ну, хотя бы ту видимую часть, которую мы сейчас здесь наблюдаем. В целом, по рассказам, сейчас нам предстоит очень много ходить пешком, толкать лодку. В общем, будет очень весело. По пути, пока мы двигались до этого притока, выяснилось, что на одной из лодок алюминиевый интейк, то есть в основном такие места, чтобы проходить мели, ударяться об камни, то есть это неизбежность, да, то есть мотор все равно бьется об камни, и желательно, чтобы был полиуретановый, такой более мягкий, что ли, мягкий, но крепкий интейк. Интейк — это водозаборник, именно то, что соприкасается с водой. Вот, и на одной из наших лодок он заводской, то есть алюминиевый. Это достаточно опасно, да, особенно вот по такой реке идти, несколько сильных ударов, и интейк может треснуть. Вот, у меня такое же было, но мне повезло, что я на нем добрался до автомобиля. Это было на реке Тинтон в Южной Якутии. И я об этом просто не знал раньше. Поэтому ехал, бился об камни, интейк выдержал, но по приезду уже было видно, что там две трещины, которые заварили потом. И я его сейчас использую как запасной. Тем не менее, мы сейчас сядем на две лодки, разместимся и пойдем вперед.
Как видите, даже дорога до места очень интересна и насыщена. И хочется рассказать обо всем, но временные рамки заставляют оставить самое вкусное на потом. Поэтому уже буквально в следующей, заключительной части мы увидим еще больше эмоций, переживаний и неописуемой красоты природы нашей Якутии.